Итак, чем мы с вами можем заняться в ближайшие дни? Запоминайте, с 26 по 28 августа в ВДНХ Экспо пройдет выставка-форум «Мир семьи и детства». Это всевозможные консультации специалистов, тренинги, лекции, игровая зона для детей, семейный фестиваль. Подробнее об этом прямо сейчас. В нашей студии заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Анна Таболина. Анна Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ну что, будет праздник прям семейный, да, классный? Ну, у нас такой деловое мероприятие и праздник, да, поэтому называется выставка и форум. Вот. Почему выставка? Потому что на площадке ВДНХ ежегодно мы собираем представителей компаний, которые готовы показать то, что они производят или предлагают какие-то услуги семьям с детьми, чтобы прийти, воочию пообщаться, что-то пощупать, если это, например, игрушка, да, или какие-то там вещи, связанные с уходом за ребенком. Вот, послушать специалистов. И форум – это деловая часть программы. Обычно на нее собираются специалисты, и мы приглашаем родителей. То есть, то есть родители могут принять участие и в выставке, и в форуме? Да, то есть это единое мероприятие, единая площадка. В этом году у нас две темы слились в одну – здоровье и воспитание. Такие очень, наверное, популярные на сегодняшний день темы, востребованные. Что касается здоровья, то собираются все специалисты женских консультаций, родильных домов. У них будут проходить свои конференции по акушерству, гинекологии, по неонатологии, по реанимации новорожденных. То есть у них вот прям своя такая серьезная программа. И вот желающие из числа наших телезрителей могут попасть совершенно бесплатно, вот послушать. На эти части, которые профессиональные, нет. Это для специалистов проводятся. У нас будет проводиться свое такое как бы мощное пленарное заседание. Мы тоже собираем всех заместителей глав по социальным вопросам, собираем директоров школ, центров «Семья» и будем говорить о репродуктивном здоровье детей, подростков, будущих родителей, потому что мы, когда делали аналитику, прям посчитали, насколько, например, проблемы со здоровьем репродуктивным в подростковом возрасте потом не дают счет как бы на детей. Вот, конкретные цифры, конкретные проценты. Мы пригласили 3 федеральных спикера, очень известных из как бы, московских институтов. В общем, будем все проникаться этой темой, потому что это в первую очередь профилактика и бесплодия, и всех остальных проблем. Вот. А для родителей очень много в этом году мероприятий, то есть, видимо, и мы соскучились уже, да, как бы все об этом говорят. И как-то отозвались все наши партнеры. То есть будут и тренинги для родителей. Вот. Я просто сама очень люблю такие тренинги, мероприятия, что познавательное, люблю совершенствоваться. Итак, тренинг для родителей. Например, какой? Например, стрессоустойчивость. Супер! И здоровье. На этом можно закончить. Стрессоустойчивость. Вообще на стресс в этом году несколько будет тем. Это будет и для психологов, профессионалов будут занятия, да, то есть как консультировать правильно, бороться со стрессами в современной жизни. Будет отдельно для родителей. У нас будет тактильный мастер-класс, это тоже снятие стресса, ломая барьеры, приглашает присоединиться к доброму делу, и можно из пробочек, из пуговичек сделать большую тактильную доску. Вы увидите, как это происходит, и потом эта доска появится в одном из центров, где занимаются детьми инвалидами. У нас будет квест-игра, у нас будут сейчас, как бы так получается, что многие учреждения закрыты, и, как правило, идет прием по записи, либо онлайн. Это наш центр социальной поддержки, это пенсионный фонд, это налоговая служба. И мы их всех собираем в эти дни, 26-27 августа. Они будут консультировать у нас на площадке ВДНХ, поэтому у кого есть вопросы, кому-то отказали в пособии, возможно, не могут дозвониться или не могут записаться, вы можете прийти и получить очную консультацию. Слушайте, это же круто. Вот. Кроме того, у нас будут работать порядка 10 врачей-специалистов, которые узких, да, это ортопед, невролог, дерматолог. То есть мы проанализировали запросы родителей, то есть, кому сложнее попасть, и какие консультации можно провести, там непосредственно что-то осмотреть, возможно, внешне
сделать осмотр, потом записаться на консультацию. Поэтому родители, если есть такая необходимость, тоже приходите, обращайтесь. Будут Так, работать вот у нас А это детские узкие специалисты? Именно детские специалисты, да, потому что мы понимаем, что здоровье детей – это очень важно для родителей. Да, это как бы такая истина. Для взрослого населения можно будет сдать экспресс-анализ на сахар, наличие сахара в крови. Можно будет пройти диагностику кардио, то есть заполнить определенную анкету, и специалисты кардиоцентра потом, если что-то выявят, свяжутся и да, пригласят на консультацию. Можно будет сдать анализ на ВИЧ бесплатно. Это тоже очень важно в нынешнее время. Ну и в целом, я думаю, что каждый найдет, в общем, для себя что-то важное. Будут еще лекции у нас открыты идти все это время, а в субботу будет фестиваль семейный, там и мастер-классы. То есть перед школой немного вот прийти, так скажем, может даже настроиться на школу, наоборот, да, так, потусить чуть-чуть с детьми. Это прям Приходите. супер. Причем я слушаю вас, понимаю, что все-таки я еще не родитель, но с удовольствием пришла бы, подготовилась бы к этому процессу. Кстати, по подготовке к родам там тоже будут отдельные лекции. Здорово. Надо начинать все Так, это слушать. Давно надо было начинать. Поздно я готовиться. спохватилась. Ну и можно прийти с детьми, оставить детей в какой-то игровой зоне, насколько я понимаю. Да, у нас будет 2 дня, вот четверг, пятница, рабочие дни, будет работать театр библиотеки Закива Лидии. Они будут ставить постановки, тем самым, как бы, да, можем доставить ребенка. Вот, в субботу на фестивале у нас будут работать игры-няни. Это студенческие отряды, которые позволят родителям спокойно слушать лекции открытые, пока дети, под присмотром. И хотела еще обозначить, что у нас в эти дни, четверг и пятница, дорогие родители, кто не успел записать ребенка в кружок, не нашел время ездить по городу и искать информацию, либо не нашел ее в интернете, в эти 2 дня с 10 до 5 будет у нас акция «Запиши ребенка в кружок», проводит его город Уфа, то есть это только для уфимских семей. Почти 100 организаций дополнительного образования выставится, можно будет подойти к инструкторам, к педагогам, узнать условия зачисления в кружок, какое расписание, какие виды есть занятий, и прямо там записать ребенка в кружок. Просто супер. С 26 по 28 августа можно прямо вот с самого раннего утра до позднего вечера провести в ВДНХ. Каждый найдет интересную для себя площадку, каждый может проконсультироваться с узким специалистом. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, будущие родители, вот каждый себе точно найдет что-то супер занимательное, важное и полезное. Со скольки до скольки, Анна Николаевна? С 10 до 5. С 10 до 5. Вы знаете, чем себя занять. Спасибо вам огромное. Вам Спасибо. хорошего дня, продуктивных рабочих дней, продуктивного фестиваля. Ну и до встречи в эфире.